Стало известно, что отец 4 детей Али Абдулкадир, проживавший в поселке Каракаш, расположенном в Хатане, был арестован и находится в заключении из-за того, что выезжал за границу со своей матерью для совершения паломничества. По сообщениям Туркестан Пресс, Али Абдулкадир, работавший водителем маршрутного автобуса, был задержан в 2017 году сразу же после посещения священных земель и Египта. Его обвинили в установлении связей с экстремистами, находящимися за рубежом, и при помощи пыток заставили принять все обвинения. По свидетельству бывшего сокамерника Абдулкадира, в тюрьме имеется 10 комнат для допросов и пыток, в которых круглосуточно издеваются над заключенными. По словам свидетеля, ежедневно оттуда вывозятся десятки трупов. Оставшиеся без опеки родителей и близких, сироты в Восточном Туркестане не перестают представлять угрозу для китайских властей. По сообщениям Питер Винтер, один из преподавателей специализированной школы согласился дать интервью о таких сиротах. По словам учителя, за детьми мусульман закрепляют одного ученика-китайца, который обязан следить за его поведением и в случае чего оповещать администрацию школы. Причину такой слежки объяснили следующими словами. Их родители – террористы и поэтому находятся в лагерях. Соответственно, и дети таких родителей представляют потенциальную угрозу для Китая. Поэтому, согласно приказу властей, мы ведем наблюдение за такими детьми. На пресс-конференции в Белом доме перед отправкой в Нью-Йорк президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет торговые переговоры с Китаем и отметил, что еще не готов для подписания соглашения. Трамп заявил, что ведет переговоры с китайскими коллегами и подчеркнул, что вскоре станет ясно, будет ли проводиться встреча, запланированная на сентябрь. Глава США заверил американцев, что дополнительный налог, наложенный на китайскую продукцию, будет взиматься не с карманов граждан США, а с китайских компаний. Дональд Трамп напомнил, что для сохранения ценности юаня Китай влил в рынок огромное количество национальной валюты. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Ван Ки встретился с министром иностранных дел Пакистана Шахмахмудом Курейши, который прибыл в Пекин с экстренным визитом. Ван Ки отметил, что Китай обеспокоен ситуацией в Джамму-Кашмире и заявил, что нельзя допускать ухудшения обстановки, принимая решения в одностороннем порядке. Узбекистан принял решение закрыть в Каракалпакстане тюрьму Жаслык, известную как Центр пыток. Указ о закрытии злополучной тюрьмы подписал президент Шавкет Мирзияев. По данному вопросу поступило заявление из Министерства внутренних дел Узбекистана, в котором указывается, что с момента прихода Мирзияева была проведена реформа правовой системы, благодаря чему в стране повысился уровень соблюдения прав человека. Вот и наступил священный праздник, который является символом нашей дружбы, милосердия и сострадания. Праздник, во время которого по-настоящему чувствуется дух единства, сплоченности и братства. От имени коллектива Уйгур ТВ поздравляем вас с праздником Курбан-Байрам.